Чиполлино был сыном Чиполлоне, и было у него 7 братьев: Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлочо, Чиполучо и так далее. Самые подходящие имена для честной луковой семьи. Люди они были хорошие, надо прямо сказать. Да только не везло им в жизни. Что ж поделать, где лук, там и слезы. Чиполлоне, его жена и сыновья жили в деревянной лачуге, чуть побольше ящичка для огородной рассады. Если богачам случалось попасть в эти места, они недовольно морщили носы, ворчали: «Фу, как несет луком!» и приказывали кучеру ехать быстрее. Однажды бедную окраину собрался посетить сам правитель страны, принц Лимон. Придворные ужасно беспокоились, не ударит ли луковый запах в нос его высочеству. Что скажет принц, когда он почувствует этот запах бедности? «Можно опрыскать бедняков духами», – предложил старший камергер. На окраину немедленно отправили дюжину солдат-лимончиков, чтобы надушить тех, от кого пахнет луком. На этот раз солдаты оставили в казармах свои сабли, пушки и взвалили на плечи огромные бидоны с опрыскивателями. В бидонах были цветочный одеколон, фиалковая эссенция и даже самая лучшая розовая вода. Командир приказал Чиполлоне, его сыновьям и всей родне выйти из домишек. Солдаты построили их в ряды и хорошенько опрыскали с ног до головы одеколоном. От этого душистого дождя у Чиполлино с непривычки сделался сильнейший насморк. Он стал громче чихать и не расслышал, как издали донесся протяжный звук трубы. Это на окраину прибыл сам правитель со свитой лимонов, лимонишек и лимончиков. Принц Лимон был одет во все желтое, с ног до головы, а на желтой шапочке у него побрякивало золотой колокольчик. У придворных лимонов колокольчики были серебряные, а у солдат-лимончиков бронзовые. Все эти колокольчики звенели, не переставая, так что получилась великолепная музыка. Послушать ее сбежала вся улица. Народ решил, что пришел бродячий оркестр. Чиполлоне и Чиполлино оказались в первом ряду. Им обоим досталось немало толчков, пинков от тех, кто напирал сзади. Наконец бедный старик Чиполлоне не выдержал и закричал: «Назад! Осади назад!» Принц Лимон насторожился. Что это такое? Он подошел к Чиполлоне, величаво переступая своими короткими кривыми ножками, и строго посмотрел на старика. «Чего это ты кричишь назад? Мои верноподданные так жаждут увидеть меня, что рвутся вперед. А тебе это не нравится, да?» «Ваше высочество», – прошептал на ухо принцу старший камергер, – «мне кажется, что этот человек опасный мятежник. Его нужно взять под особое наблюдение». Тотчас же один из солдат-лимончиков направил на Чиполлино подзорную трубу, которой пользовались для наблюдения за возмутителями спокойствия. У каждого лимончика была такая труба. Чиполлоне позеленел от страха. «Ваше высочество», – пробормотал он, – «да ведь они меня затолкают». «И прекрасно сделают», – прогремел принц Лимон, – «так тебе и надо». Тут старший камергер обратился к толпе с речью. «Возлюбленные наши подданные», – сказал он, – «его высочество благодарит вас за выражение преданности и за усердные пинки, которыми вы подчуете друг друга. Толкайтесь посильнее, напирайте вовсю. Но ведь они и вас самих, чего доброго, с ног сшибут», – попытался возразить Чиполлино. Но сейчас же другой лимончик направил на мальчика подзорную трубу, и Чиполлино счел за лучшее скрыться в толпе. Сначала задние ряды напирали на передние, не слишком сильно, но старший камергер так свирепо поглядывал на нерадивых, что в конце концов толпа заволновалась, как вода в кадушке. Не выдержав напора, старший Чиполлоне завертелся кубарем и нечаянно наступил на ногу самому принцу Лимону.